В Башкирии начались археологические раскопки курганов, датируемых примерно 6-7 веками нашей эры. Напомним, что так называемый Бустанаевский могильник был обнаружен археологами всего 7 лет назад и представляет огромную научную ценность. Недаром точное местоположение памятника ученые предпочитают держать в секрете, чтобы уберечь его от дилетантов. Одними из первых новые исторические находки увидела наша съемочная группа. Тут наконечник похожий, и он вошел в ногу. А на взгляд обывателя лишь корень дерева. Наконечник стрелы или копья торчит почти из колена. Видны только ноги человека, похороненного здесь более 1000 лет назад. И пока загадка, кем он был и как умер. Странно, что у тела отсутствуют стопы. Нижние конечности как будто обрублены. Может, от грабительского вкопа, а может, он вообще, у него ног не было. Когда выкопаем весь скелет, будет картина получше видна. Это сравнительно молодой лес с самым старым деревьям не больше 70. Предположительно, в период раннего средневековья местность здесь была открытой. А уже в наше время, в 2011-м, ученые увидели в этой чаще еле заметные холмики. То, чем стали древние курганы, относящиеся к 6-7 векам нашей эры. То есть вот этот холм, 10 метров диаметром, это все курган? Это все курган. Довольно большой курган, да. Один человек там лежит или много? Ну, если это, как мы предполагаем, курган кушнаренковской культуры, то, по всей видимости, один. Подобные археологические памятники Железного века – большая редкость. Тем более, когда захоронения находятся вдали от каких-либо современных застроек, да еще и скрыты в лесу. А то, что могильник такой сохранности, практически не потревоженный, дай бог, и он и будет таким, то есть это большая редкость. Он вызывает неподдельный интерес в целом археологического сообщества, не только башкирского, там, да, и южноуральского, но в целом российского. И не только российского, как выяснилось. На раскопках то и дело слышна иностранная речь. Это группа венгерских студентов во главе с профессором из Будапешта, который, кроме большого авторитета в науке, имеет еще и весьма запоминающееся имя и фамилию – Атила Тюрк. Существует такая уже не раз подтвержденная теория. Что происхождение древних венгров где-то надо искать территории Башкортостана, именно в кушнаренковской и караякуповской культуре. Венгерские студенты – это лишь половина участников раскопок. Экспедицию возглавляют башкирские ученые Института этнологических исследований имени Кузеева, хотя и они в меньшинстве. Большинство – это волонтеры, молодежь и представители самых разных далеких от науки профессий. Даже вот актер Уфимского молодежного театра Салават Юлдашбаев есть. Ему, как и остальным, повезло стать участником археологической школы. Это первый подобный образовательный проект в Башкортостане. Мы говорим, как нужно копать, как зачищать погребения, снимать горизонты стратиграфические. Ну и после того, как мы рассказываем, люди берут лопаты, берут кисточки. Необходимому для археологических раскопок инвентарю стоит добавить еще и топоры. Углубляться в культурные слои приходится не только сквозь грунт, но и корневую систему. Периодические дожди и почти ежедневные туманы работу тоже не облегчают. Археологи предпочитают работать в сухом климате. Не только потому, что находки лучше сохраняются, но и потому, что глина не превращается в пластилин. Говорят, на глубине примерно в метр земля более рыхлая, но копают не спеша, бережно снимая слой за слоем. Кто знает, что под ними. Ведь ученые впервые тревожат курганы Бустанаевского могильника. Главное, чтобы его местоположение не узнали так называемые черные копатели. Драгоценности они все равно не найдут, но исторический контекст разрушат. Александр Каличенко, Салават Валеев, Россия, культура, Башкортостан.